Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Депутатский мандат – это народный мандат, это не чиновничья должность. Но для нас, да, на какие-то вещи приходится как-то додумывать. Есть какие-то мысли по этому поводу? Я даже помню, когда фонд Сороса работал в Абхазии, один из представителей неправительственного сектора написал Соросу письмо, что ваш сухумский офис Сороса финансирует абхазских националистов. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Минувшая неделя, она была достаточно интересной по событиям. Это ушел в отставку, вдруг как-то неожиданно сложил свой депутатский мандат Инар Гицба. Дженсу Хадли в очередной раз протестует. Сейчас он объявил голодовку и там требует отставки президента. Судебная эпопея по поводу Лепа Чгуары, она уже пошла на третий круг, наверное, кажется, пошла. Да, то есть активная политическая жизнь, в общем, добрый день. У нас в гостях мы поговорим о сегодняшнем дне в контексте тех хронических проблем, которые у нас есть. Сегодня у нас гость, наш герой Абхазии Аслан Кобахия. Аслан, добрый день. Алексеевич, вот вы были и во власти долгие годы работали, и в оппозиции. Сейчас вот как бы такой обычный наблюдатель за всеми этими процессами. То есть есть, в принципе, быть не слишком ангажированным, хотя в Абхазии, наверное, сложно найти человека, который хотя бы чуть-чуть не ангажирован, да, какими-то эмоциями и так далее, какой-то стороной. Но, тем не менее, в общем, по крайней мере, есть понимание того, хотя бы что это происходит в этой стране. Вот. У нас очень долго мы говорили о том, я помню, вот все долгие годы, там, когда у нас уже стали такие выборы выборами, да, мы все время говорили там о модернизации, реформах, там, система управления, все. Но сейчас, в общем-то, об этом не говорим. У нас вот такая повестка, чисто такая, условно говоря, ну, российско-абхазская, ее сложно назвать, потому что мы, в общем-то, здесь больше говорим о какой-то российской повестке, о внутренних повестках не говорим. И мне кажется, вот в этом контексте интересна сама отставка, допустим, депутата Инара Гицба, который так и ничего не заявил, но, правда, при этом приходится какие-то догадки делать, да, и он ушел там из Конгресса абхазо-абазинского народа, который возглавляет Муса Экзеков, да, это, то есть, в общем, как-то события без каких-то комментариев со стороны участников этого процесса происходят, но иногда какие-то вещи, это вообще традиционно для нас, да, какие-то вещи приходится как-то додумывать. Есть какие-то мысли по этому поводу? Ну, додумывать здесь не приходится, потому что если все это взять из опыта, то, что Инар сделал или заявил, давайте вещи своими именами пока называть, не так легко сложить депутатский мандат. Я был депутатом парламента, там есть определенная процедура, но это то, что нельзя никогда делать. Давай, я вот как бы с конца начну, этого делать никогда нельзя. Депутатский мандат – это народный мандат, это не чиновничья должность. Понимаете, в Абхазии 37 мандатов, которые от имени народа имеют. Это президент и вице-президент и 35 депутатов парламента. Это те государственные деятели, политики, которые уполномочены именно народом от его имени работать и действовать. Как вы понимаете, принимать решения. И вот та эмоциональная составляющая, что от него я не ожидал. Это высокообразованный парень, воспитанный парень. Я же понимаю, эти вещи сейчас не хочется открыть, когда-нибудь он заявит. Но я считаю, что так нельзя. Это мы даже половину пути не прошли того, чего мы должны пройти. Если наша молодежь
которая так активно пошла во власть, на таких эмоциональных позициях будет находиться, мы быстро можем закончить. И я считаю, что Инар должен еще 100 раз взвесить. Он увидел всех, кроме тех избирателей, которые искренне ему доверили. Я ему написал, кстати, между прочим, когда человек выдвигается в депутаты, ему очень многие люди помогают. Это каждый кандидат в таком состоянии пребывает. Им все помогают. Друзья, родственники, политические соратники. Да просто, понимаете, у кого симпатия к ним появилась. Но побеждает все-таки кандидат. Понимаете, можно помочь как угодно, но никогда ты с него не слепишь депутата. А если сам кандидат не конкурентоспособный, никогда такие выборы выиграть невозможно. Это из практики. Понимаете, вот некоторые так думают, вот он там малообразован, как его избрали, а вот этого образован. Да среда такая, избиратель такой. Он нашел нужные слова, он, понимаете, он сделал все для того, чтобы избиратель его понял. Хотя там все негативные моменты, которые мы знаем, такие тоже происходят. Но это сплошь и рядом невозможно по всему округу сделать. Соответственно, он говорил какие-то слова, которые избирателю было понятно. А тем более, Инар, я отслеживал его предвыборную кампанию. Парень мне давно очень симпатичен, патриотичный парень. Я считаю, что с таких, как вот Инар и ему подобное, это будущее, и настоящее будущее Абхазии. Если мы так мандатами будем кидаться, у нас ничего не получится. Там, что бы ни произошло, в политике всегда много передряг, всякое бывает. Но этот мандат тебе в карман положил народ. А если тебе кто-то даже помог, ты ему скажи спасибо и до свидания. Понимаете, да если ты ответственный политик перед собственным народом. Как бы на этом давайте мы точку поставим, потому что я еще с ним не встречался. Я думаю, что я с ним встречусь и обязательно я найду те слова, которые он поймет. Нет, в любом случае, да, здесь двояко у меня отношение было. Да, нехорошо, когда человека избрали, и потом он уходит вдруг, 2 года только прошло. Да, но я понимаю, и я думаю, и сам Инар понимает эту ситуацию, но я думаю, все-таки здесь обстоятельства, которые он не мог не учитывать, наверное. В любом случае, наши выборы – это не только как бы соревнования программ, кандидатов и так далее. Выбор – это все-таки дорогое удовольствие, скажем так. Да, это достаточно серьезные финансы, и я знаю Инара давно, он там не бизнесмен, там не был, да, чиновником был, когда тоже весьма скромно жил, и так или иначе, я думаю, выборная кампания достаточно такую серьезную для него сумму. Там, для кого-то может... Инар, поверь мне, я не думаю, что Инар потратил большую, серьезную сумму на предвыборную кампанию. Понимаешь, на что она тратится? Вот такие, как Инар, когда выдвигается, на что тратится, я тебе скажу. Это агитационная публикация. Да. Вот это как... Вот. И в основном, и надо, понимаете, штаб работает. 20, 15, 20, 30 человек работает в штаб. Ежедневно они работают. Их надо кормить. Понимаете, это, и когда это месяц-полтора, это 2 месяца проходит вот эта вся предвыборная кампания, это когда в конце посчитаешь, садится вот такую сумму. Но давайте вещи своими именами. Тогда уже, коль ты так глубоко заходишь, я тебе сразу хочу сказать. Инар был представителем Абхазо-Базинского конгресса. Руководитель этого конгресса известный бизнесмен Муса Экзеков. Всем известно, что Муса Экзеков, как бы от этого конгресса 4 или 5 человек выдвигались. Что он профинансировал их предвыборную кампанию, это понятное дело. Он, в конце концов, он обязан был это сделать, потому что эти молодые, очень интересные, очень такие грамотные наши граждане были выдвинуты от этого конгресса.
Дальше, ну, понятное дело, эти все расходы понес как бы бизнесмен экзек. Дальше что? И дальше. А дальше должен Инар объяснить, что же произошло, почему. Если кто-то считает, что он профинансировал предвыборную чью-то гонку и вправе ему указывать дальше, что делать, то он глубоко ошибается. Тогда он не личность туда, не личность он туда выдвигал, он выдвигал туда марионетку, которую можно за уши водить. Если он такое сделал, хотя Муса очень такой мужик, я хорошо его знаю, как бы не мы приятельские отношения у нас. Если он с такой позиции, конечно, подошел к такому, очень такому амбициозному политику, как Инару Гицбе, то мне это непонятно. Я вообще как-то президентов говорил, и нынешнему президенту говорил. Вот. Часто это у нас бывает. Вот когда выдвигается человек, кандидаты в президенты, и каждый, кто прибывает в его команде, начиная от, как говорится, финансистов и заканчивая агитаторами, каждый из них считает, если бы не он, то он никогда не стал бы президентом. И каждый из них, заходя в кабинет президента, он дает себе понять, что он здесь, в этом кабинете, он там как бы человек, который имеет заслуги, он здесь может свободно в этом кабинете сидеть. Это очень глубокая ошибка наших людей. Вот. И это многие так себя ведут. И потом почему и конфликты происходят в команде у президента и все остальное. Потому что, опять-таки, я вот повторяюсь, неконкурентоспособного кандидата, как бы ты ни старался, никогда народ не изберет президента. Но если человека избрали президентом, главная заслуга вообще всегда это того, кого избрали. И, конечно, он благодарен команде, которые ему помогали. Но если у него что-то не получалось, это не команда виновата, значит, он где-то не дорабатывал. Так бывает в политике, в большой политике. Я очень во многих предвыборных баталиях принимал участие. Там есть и тактические, и стратегические ошибки, когда по ходу предвыборной гонки совершаются, и на выходе, как правило, это приводит к поражению. Или грамотно построенная политика кандидата, конечно, помощь всех остальных, но грамотная политика кандидата только может быть привести к успеху. Это факт. Вот как бы так. Но в любом случае, какие бы обстоятельства ни было, понятно, мне кажется, отставка связана в реальности с принципиальностью Инара Гицбе, который голосовал так, как думает. Потому что многие вопросы, допустим, я смотрел, он был один из 3, кажется, человек, который проголосовал против по вот этому пакету ратификации соглашения по передаче ФСО, российскому ФСО госдачи в Пицундах, и там вот этих 2 примыкающих к нему конституционных законов, он единственный голосовал против этого. Кроме того, он активно выступал против принятия закона об иноагентах, он выступал против принятия закона об апартаментах. То есть вот такие вещи, которые... Понятно. Да, у него так своя позиция была, при том, что он не является оппозиционером, то есть вот таким структурированным, входящим в какую-то политическую группу и так далее. То есть обычный независимый депутат, реально независимый депутат, и с такой ярко выраженной как бы своей собственной позицией. И жаль, что вот так получается, да, то есть мы обычно, мажоритарная система, избирательная система, она изначально, как бы, по идее, должна базироваться на вот таких, условно говоря, людях, которые имеют свой независимый взгляд, и, то есть они не зависят от какой-то политической конъюнктуры и так далее. Но сейчас мы вот... Инар сложил себя полномочия, хотя это еще нужны определенные формальности и так далее. Но, тем не менее,
вот есть такая повестка. Я понимаю, что есть какое-то определенное давление, и он наверняка не захотел голосовать за какие-то вещи, которые в будущем. За прошлое обычно не делает, наверное. Да. А? Кто у него мандат? Ну, я не знаю. Опять же, его нет, да. Но мы просто как бы размышляем, да. Обычно нехорошо говорят там, говорить как бы за человека, который нет, но это в конце концов политик, это в конце концов депутат парламента, его люди избирали, да, то есть и мы вправе, наверное, обсуждать такие вещи тоже. Тем не менее, я к чему говорю о том, что наверняка, опять же, он стал жертвой вот каких-то вот таких вопросов, которые связаны с вопросами, которые у нас вот все время, вот последний год-два, как бы здесь в нашей атмосфере присутствует. Я не считаю, что Инар жертва. Я не считаю. Нет, я тоже не считаю. Я думаю... Значит, жертва, что мужик абхазец. Нет, я не... Нет, я говорю... Мало чего да. тебе там кто-то что-то сказал. Тебе, понимаешь, эти люди, я вам честно скажу, я очень уважаю, ценю этого парня и ему подобных. Я сразу еще говорю, я хочу обратиться к молодежи, чтобы понимали, те, кто... Если они думают, что в политике они будут существовать, не набивая себе шишки, то они ошибаются. Шишек там будет много, проблем там всегда много. Самая тяжелая работа – это в политике. Кстати, между прочим, в условиях Абхазии быть политиком – это здоровье положить надо. Если уж, ребята, вы пошли по этому пути, умейте держать. Мало чего кто-то там сказал. Что ты кому это мандат отдал? Что кто-то пришел там, как говорится, отрапортовал, вот я на него там наехал, он сдал, до конца концов, понимаете, вы что сдаете? Интересы моего народа, нашего народа? Нет, ребят, так нельзя. Я то же самое хочу, и в том числе и Инару, и всем остальным, кто туда пошел. Они должны понимать, что политические деятели Абхазии – это в основном расстрельные должности, потому что Абхазия маленькая, красивая. Абхазский народ очень такой своеобразный, колючий, непокладистый. Представлять их очень сложно. И, соответственно, коль ты пошел по этому пути, сам должен быть таким, знаешь, причесанным там точно не можешь быть. Там всегда придется в стойке стоять. Начиная от президента и заканчивая всеми депутатами, которые... Это, кстати, между прочим, что такое парламент, наши многие не знают. Парламент – это единственный орган в стране, который объявляет войну, за которым стоит, ты понимаешь, президент не может объявить войну. Только парламент. Полномочия парламента огромные. Если грамотно их полномочиями пользоваться, я сам там был, многие вопросы, то полномочия президента парламента намного больше, чем у президента. Таких контрольных органов, контрольных функций, как у парламента, нет ни у одного органа в Абхазии. Соответственно, там огромная работа, там тяжелейшая работа. Там порой, я же помню, вот эти наши молодые коллеги, которые были, я там намного постарше них был, даже с моим эмоциональным характером, даже приходилось вот этих молодых эмоциональных ребят останавливать. Хотя сам порой такой был шумный, но так бывает. Но никто из них там врагами не стал, они все добрыми приятелями остались. Ну, у каждого была своя позиция. И главное, понимаете, в политике всегда совершать собственные ошибки. Имеет право. Чужие ошибки не надо кому-то совершать. Мало чего, кто мне помогал, ему хочется, чтобы я так себя вел. Ну, что это такое? Я что, к нему марионеткой нанимался? Если он поддерживал меня, если он пришел, встал рядом, он что, из меня марионетку хочет сделать? Да нет, этого не получится. Ни один уважающий абхазец себе такое не позволит никогда. И это надо, понимаете, уроком для всех остальных. Я вообще, я честно говоря, я не верю, я не могу, понимаешь, такой грамотный, умный парень, как Инар, как он может абхазскому обществу объяснить, зачем он это сделал, если это связано вот с какими-то там предвыборными делами. Это просто не... Значит, вы там где-то закулисные игры играете, обманули народ, получается.
Знаете, люди вам поверили, люди вам аплодировали. Вы взяли и сказали: все, у нас игра закончилась, вот вам мандат, а я пошел домой. Так нельзя. Это как в политике, это как на войне. На войне ты заявление не напишешь, с фронта не уйдешь. Коль бросился в бой, иди до конца. Перейдем к другой теме, тоже такой злободневной, она уже несколько месяцев функционирует. Тема, в общем-то, абсолютно не абхазская. Это законопроект об иностранных агентах, да, который сейчас находится в разработке у парламента и, в общем-то, и рассматривается нашим народным собранием, исходя из вот этого плана гармонизации российского абхазского законодательства. И вообще, как ты относишься вот к этому? Вот ты сейчас говорил, Аслан, о том, что вот, ну, тебя избрали, тебя поддержали и так далее, но тебя же не марионеткой назначил, да, там, выбрали, да, то есть исполнять чужую волю. Вот здесь, наверное, тоже такая картина, да, мы с Россией союзники и так далее, но у нас вот есть какая-то вот все-таки в каких-то вопросах мы, в общем-то, и поддержку оказываем, ну, посильную, да, сейчас параметры Абхазии и России абсолютно несовместимы, но тем не менее, в общем-то, более, наверное, надежного партнера, как Абхазия, в реальности, наверное, искать сложно, да, сейчас для России. Но, тем не менее, вот у нас, нам все время там наша власть, президент и так далее говорит вот этой темой, начинают российско-абхазских отношений спекулировать, что это вот Москва настаивает, а вот те все, которые там какие-то замечания, какие-то как бы с чем-то не согласны, они вот как-то объявляются там чуть ли не там как бы антироссийскими элементами, да, и то есть и здесь подвязывается эта тема закона об иноагентах, как раз очень красиво садится в эту канву, и но при этом у меня ощущение, что даже если этот закон будет принят, они не очень хорошо понимают, как мы с этим дальше будем жить. И в этой связи избежать этого. Но я свое мнение еще давно написал в социальных сетях. Вообще слово «инагент» для абхаза что-то такое ужасное, ребята. Я вот давно в политике, как говорится. Я еще с первым президентом работал, Владиславом Григорьевичем Арцепом. Мы контактировали с нашими российскими коллегами в сложнейшие годы нашей независимости. Это первые годы после войны. Разные люди были, с кем нам приходилось контактировать, от политиков до военачальников. Потом, как бы, был депутатом парламента, вице-премьером, тоже неоднократно. Я вам честно скажу, пусть никто не обижается, я немножко абхазскую, российскую кухню неплохо знаю и неплохо представляю. Вот эти все моменты, которые происходят, которые никак нельзя, как говорится, приделать в нашу действительность, происходит из-за того, что мы начинаем придумывать того, что не надо. Вот те же люди, которые мы хотим сегодня назвать инагентами, это опытные люди, руководители, или, как можно сказать, лидеры неправительственного сектора. Мы их же знаем всех, начиная с моего брата Батала Кубахи, Ардинала, Полянок, Портфеля, там и другие. Или тот же возьмем Алхаса Тхагушева, человек, который здоровье оставил на поле боя. Как вот в моей стране, давайте мы женщин оставим в покое, вот Батала Кубахи, допустим, Алхаса Тхагушева,
или Арзадына, Агрба. Эти ребята, которые всю войну прошли, покалеченные. Как можно их назвать инагенты? А куда деть звезду Героя Абхазии? Куда деть всю его биографию этого человека? Как вообще я, как представитель рода Кобахия, как я молодежи объясню, что Батал докатился до такого состояния? Понимаете, когда ты... Для меня инагентом человека назвать, это предателем назвать. Это шпионом назвать. Я вам честно говорю, мы же видим, кто такие инагенты в России. Вы хоть одного абхаза такого видите, который работал в неправительственном секторе, который говорит, надо Абхазию бомбить, надо разбомбить, надо, понимаете, уничтожить, убить того, убить этого. Слушайте, мы совершенно в разных полюсах. Это великая страна с великими возможностями. Понимаете, у них это произошло. Это огромная 140-миллионная нация. И маленькая нация абхазская, которая сотворила чудо, сумев все слои общества мобилизовать, одержать победу, провозгласить независимость, и 30 лет плохо, хорошо по этому пути идти. И мы по истечении 30 лет берем какие-то лекалы, которые абсолютно не наши, мы хотим его приложить. Ребята, я вот слышу, мы, когда, не дай бог, когда наш народ начинает с ума сходить, он может натворить что угодно. Потому что вот так же и произошло и с маходирством, совсем не от того, что там, понимаете, эмоции здесь абсолютно ни к чему. Вот я слышу, там, вот они столько там денег получили, там, миллион, там, миллиард. Слушайте, ребята, а разве мы в такой ситуации сложнейшей находились, и любой абхазец, который рубль приносил в Абхазию, мы его считали героем в те времена. Почему мы это все забыли? Вот сегодня, ну, у какого нормального человека не вызывает позитивные эмоции стройки, которые, вот, что у нас МВО, ПВО, помните, в каком состоянии было? Да, медали надо дать, ордена надо дать тем людям, которые сумели сюда инвесторов или свои деньги. Я слышу, вот они многие объекты накупили по всей Абхазии. Абхазы, которые нашли деньги. Я слышу, там, братья сеченаловцы, братья шоневцы, абхазы. Что мы завтра, когда кто-то из них нам не понравится, мы напишем в Россию, а ну проверьте, где они нашли эти деньги. Мы с ума посходились. Я помню, да в этом же неправительственном секторе там тоже столько всякого было. Они же думали тоже, что это никогда, как бы они отдельным фронтом так существовали, как закрытый клуб у них был. Я знаю, я с уважением к ним отношусь, они люди образованные. Ну и что сегодня произошло? Я даже помню, когда фонд Сороса работал в Абхазии, один из представителей неправительственного сектора написал Соросу письмо, что ваш сухумский офис Сороса финансирует абхазских националистов. Такое тоже было у нас в истории. Так что вот все эти моменты мне абсолютно непонятны. Я был один из тех, кто открыто, вот помнишь, были моменты, когда там молодые люди выступали, чуть ли мы забыли, что за... Вот недавний вот это футбольный матч, еще раз пример, что ничего не надо абхазам забывать. Вот.
Они днем раньше их все поздравили, некоторые так у нас либерально мыслящие люди. А потом вышло видео, где футболисты заводят весь стадион. Абхазия – это Грузия, Абхазия – это Грузия, там Южная Осетия – это Грузия. Ну, понятное дело, они от этой риторики, от этой болезни никак отойти не могут. И вот сейчас мы придумали этот закон. Нам его прислали. Давайте вещи своими именами называть. Я же разговариваю со многими людьми, которые как бы занимаются политикой, во властных структурах находятся, поддерживают эту власть. Они все говорят, ну поймите, вот как бы, да. Я говорю, так не должно быть, ребята. Вот, Инал, я сейчас одну вещь скажу. Мы же о деньгах говорим, да, вот, что они влияют абхазское общество. Вот там министр иностранных дел выступал, там разные, как бы, кто финансирует. Все по линии ООН, что финансируется, главными донорами являются 5 членов Совбеза. Они в том числе Российская Федерация. Это раз. А второе. А кто вообще делал анализ? Какая страна на абхазов больше всего влияет? Какая страна? В мире? Россия. Нет. Ошибаешься. Грузия. Ну. Я еще раз говорю. Зачем мы себе врем? Россия как бы родня. Нет, ну как бы, понимаешь, захотели, поехали, приехали. А когда, что значит влияет? Когда плохо, когда кто-то там заболел, умирает, куда везут? Оперативно. Кто у нас на дежурстве стоит? Ну, кто вот, слушайте, как и так? Вот мы же о влиянии говорим. Если мы о влиянии говорим, давайте мы открыто будем говорить. Мы говорим о том, что 100 миллиардов получили мы российской помощи. А сколько необходимо было, чтобы серьезный диагностический центр хотя бы в Абхазии построить? Или больницу построить? Клиническую. Чтобы наших больных не увозили во вражескую Грузию. А вы знаете, что человек, который смертельно как бы больной, а может не смертельно больной, родственники запаниковали, вывезли его за пределы Абхазии, в Грузию. Полечили, приехал. И он будет сидеть тихо молчать? Нет. Я многие моменты знаю, где они открыто выступают, говорят. А как вы им рот закроете? Этим людям. Вот и где иностранное влияние происходит. Они же не на свои деньги лечат. Это деньги Евросоюза. Это вот вся эта программа разработана. Ты что думаешь, грузин? У нас и здесь тоже лечат по этой же программе. Да, вот это, понимаете, они ежегодно выделяют бюджет Грузии, эти деньги. Грузины, конечно, его представляют. Так же, как наша власть говорит, вот бюджет, получается, все деньги, вот у нас там деньги, мы то делаем, это делаем. То же самое грузины говорят. Мы готовы, они 24. Вот нам что? У нас очень, кстати, между прочим, надо признать, что многие наши люди лечатся в Российской Федерации. Надо, как разговариваю, как будто там ничего не делается. Но здесь нужно. Вот я много раз обращаюсь, потому что ветераны войны обращаются, семьи погибших. Я обращаюсь к нашему министру. Понимаете? Чтобы там помогли. Нам надо день, два, три, неделю бывает, 10 дней надо, как чтобы, понимаешь? И он всегда исправный. Вот здесь надо признать, молодец, это парень, я его очень уважаю, ценю. Все это делается. А здесь... Я же несколько раз сталкивался, это связанное с соседями, с родственниками. Ну, решение приняли, все. Везут в Грузию. И в течение 2-3 часов скорая стоит уже на границе, наша скорая должна туда доехать, и все, и поехала. Я к чему, Инал? Это все, это известные вещи, я говорю. Это значит, мы могли тоже за такие же бабки, деньги, я извиняюсь, которые мы получаем в качестве, вот сколько, 100 миллиардов, мы сказали, получили от России. Это значит, мы
плохо организовали, вот этот менеджмент наш плохо сработал. Я никогда не был связан, вот, работая в парламенте, в правительстве, я никогда вообще никакого отношения не имел вот к этим деньгам российским. Там обычно очень продуманные, великие люди вокруг этих денег крутятся. Вот. И потом, как правило, понимаете, черт знает, что делают, только не то, что нам надо делать. Надо признать. Мы говорим и некоторые вот глупости там болтали, что вот там русским абсолютно было по барабану. На что мы хотим эти деньги истратить? Они говорили, просто скажите, куда и как, и покажите проект. Но мы готовы профинансировать. Все вот эти великие деятели, которые как бы этими деньгами распоряжались, у них ни у одного человека это, понимаешь, ну грузины в Грузии лечатся, ну и пусть лечатся, меньше головных болей, давайте мы в другом месте, там в какой-то деревне, где побольше избирателей, асфальт положим. Понимаете? Вот как это все ко всему этому подходили. И сегодня, если мы говорим о каких-то влияниях международных организаций и тому подобное, больше всех на граждан Грузии влияет Республика Грузия, который лечит наших граждан. Они не только больного лечат, они еще в сопровождении 2-3 родственников, которые там вокруг они опекают. Потом вот мы слышим там всякие, знаешь, я работал в силовых структурах. Вот, там многие получили там грузинское гражданство и тому подобное. Это получили грузинское гражданство. Она противоречит закону о гражданстве Республики Абхазия. Соответственно, если люди такие есть, с ними надо разбираться. Вот с этими людьми надо разбираться. А не так вот кому-то захотелось, нам надо сдать. Потом, я вам честно скажу, не найдется ни один человек, который, это надо быть сумасшедшим, ему уже голову разобьют, понимаешь, чтобы там на Батала Ковахе штамп поставить инагента, или на Арду Иналыпа, или на Ляну Кварчеля. На них никто. Или тем более на Алхаса Тхагушева и ему подобных ребят. А это такая кувалда, понимаете, которая будет надвисать над молодежью. Который будет со своим «я». Понимаете, порой, как говорится, слушайте, абхазы – это плохие солдатики. Их нельзя так поставить в строй и заставлять хором петь. Абхазы – народ такой немножко ершистый, понимаете? Люди со своим мнением. Порой нам мне не нравится. Но это их мнение. Но не надо из них врагов народа делать, инагентами. Вот этот штамп на молодежь. И начнется вот это преследование. Все, и к чему это все приведет? Понимаете, и мы и так, как говорится, штормим уже сколько лет. Да? Вот. А если еще молодежь начнет штормить в своей среде, мы старшее поколение, их потом уже вряд ли сумеем успокоить. Это такая среда, они еще как бы пока друг к другу присматриваются. Те, кто пришли во власть, они немножко очень такие активные стали, но не совсем порой идут в правильном направлении. Давайте вещи как бы так, пока так скажем. Вот. Надо понимать. Вот и в конце концов надо встречаться с абхазами. Надо встречаться с нашим населением. Не вот с российскими журналистами там сидеть, говорить. Черт с ним, с абхазскими журналистами не хотят говорить. Но идите с населением, с избирателями поговорите. Все равно через год уже начнется предвыборная, через год выборы, через несколько месяцев начнется предвыборная кампания. На все эти сложные вопросы придется отвечать. Так что, как правильно, вот, понимаете, этого нам не надо. Это, понимаешь, мы абсолютно, я всегда говорил, и Владислав Великий говорил такие вещи. Вот, главная задача абхазов в своем стратегическом партнерстве с Российской Федерацией заключалась в том, чтобы никогда с территории Абхазии не исходила угроза Российской Федерации. Тем более сейчас, когда вот Россия в такой тяжелейшей ситуации находится. Некоторые так думают, что там войнушки, понимаете. Там сам внимательно надо слушать, как порой, что говорит Путин. Да, он говорит порой очень жесткие вещи, но это его боль, это боль ихнего народа.
Понимаете, они говорят, что мы братья, мы одной крови люди. В основном 80% там вот, кто задействован в этих боевом противостоянии. Они рано или поздно как говорится, вернуться к какой-то площадке. Какой-то, мирной площадке. Как это произойдет? Самое главное, понимаете, вот мы своим... я, например, считал так, если вот у нашего стратегического партнера, большого соседа, происходят вот такие сложнейшие моменты, нам надо было как бы поспокойнее себя вести. А мы так бурлим, как будто Донбасс – это Абхазия. Понимаешь, как будто на Донбассе находимся. Там война идет, слушай, нам надо успокоиться. И какие? Потом вот эти, которые нам какую-то гармонизацию, вы что думаете, это первое, это что? Впервые это произошло? Это же при каждом президенте это пытались навязать. Тоже прекрасно знает тот же Ян Кваб, когда он был президентом, ему уже это навязывают. Но вдруг мы с этим со всеми как бы подписались под это. Что теперь должны об стенку биться? Или что, мы карточную игру кому-то проиграли? Или какую-то позицию? Но не проходит она у нас. Вот как не прошла по Пицунде. Не прошла же она. Уже понятное дело, это загубленное, понимаете, забытое. В моем понятии забытое. Осталось договор 95-го года, вот она работает, пусть дальше и работает. Не хотят так, значит, будет, как было дальше. Ничего страшного и трагедии в этом нет. Никто оттуда не убежал. Этот объект работает, люди там работают. И мы, не надо вокруг этого столько шума, гамма создали. А зачем? Зачем это надо было делать? Зачем? С самого начала. Что этот? Неопытные люди, которые высокие государственные должности занимали, подписали договор, даже координаты не посмотрели. Так не бывает, слушайте. Это не колхоз, это не цех на производстве, это, понимаете, люди от имени Абхазского государства соглашение подписали. И координаты, видите ли, не посмотрели. Это не в первый раз. Понимаете, каждый должен быть. Или вот Изидов в последнее время, вот прямо я смотрю, с этим аэропортом. Что это? Что за условия? Какие условия? Это ужас какой-то. Такие договора разве можно подписывать? Пусть никто не обижается. Это колониальный договор. Понимаете, надо вещи так не подписывать. Такие договора не бывают в нормальных межгосударственных отношениях. Я, например, но мы должны понять одну вещь. Никто нам ничего не заставит делать, если мы этого не захотим сделать. И я вам скажу, вот то, что в каком ситуации сейчас Абхазия пребывает, да, и что было в 90-е годы, когда как бы мы молодыми людьми пришли во власть, и как бы Владислав Арзамба пришел. Я видел, слушайте, вот Владислава Арзамба, не война загубила, а послевоенная ситуация Абхазии загубила, его до смерти довели. Но он же мог со всеми согласиться, и, понимаете, должность президента Абхазии – это должность расстрельная. Она смертельно опасная. Но, понимаете, есть вещи. Вот он рассказывал такой эпизод, когда его, это Астамур Таня должен хорошо знать, но как-то я от него слышал, когда они мониторинг проводили в Абхазии среди политических деятелей, и все показывали на Владислава. Как он скажет, так и будет. Там, вы понимаете, помните, 90-е годы, единое государство, конфедеративное, маршинальное, то, что мы до войны предлагали, они вдруг созрели после войны. Но мы же не такие идиоты, чтобы, понимаешь, что это уже столько ребят положить, а потом какие-то конфедерации с ними выстраивать. И, в общем, они здесь мониторинг проводили среди крупных наших политических деятелей, все показывали на Владислава. Вот как он скажет, так и будет. И вот вы его вытащили его куда-то, то ли в Женеву, то ли в какую-то другую страну. И долго ему тоже. Ему вот эту карту раскрыли, сказали, мы были там, мы несколько месяцев проводили вот мониторинг, все вот буквально кто что сказал, кто как говорил. Да, его просто к стене ставят. Он я, говорит, и так пытался, говорит, выкрутиться. Но никак.
Ну, это, понимаете, это 8 стран. Представители на уровне заместителей министров иностранных дел. Это вот 7 и 8 Россия. Вот они, ну, это легко говорит, как он говорил, вот там с деревни приехали, он Шан Владислава Напукушину рад привела, там это, с Напукушку что-то, сарасыдец видец шедзому вину и хыпшишо. Ну, я и так, и так, и так, и так. И он говорит, ну, я вижу, уже не выкрутится. Чуть ли... Вплоть до того, что принуждение там, к миру и тому подобное, мы должны будем это задействовать, если вы на это не пойдете. Ну, вот. Вы хотите, чтобы я это подписал? Как-то вот так он рассказывает. Давайте я подпишу. Только с одним условием. Что? Я остаюсь здесь. Вы что, думаете, я всемогущий? Вы на мои заслуги не смотрите. Это всего лишь один шаг. Вот это если я подпишу, меня там на виллы, прямо я границу бежать, мой народ меня на виллы поднимет. Никогда абхазы на это не пойдут. Вот эта пассивность, понимаете, вот некоторым кажется, можно такую красную черту перейти, а потом там, где красная черта, это надо четко видеть. Абхазы, когда взорвутся, они становятся очень опасными. И очень непредсказуемы. И Владислав это видел. И он понимал. И вот эти, когда некоторые политики пытаются из его действий там что-то выдернуть, какую-то цитату, Владислав мог одно слово сказать, цитату какую-то произнести на 10 лет вперед, чтобы подумать можно было. Так, какие красные линии для абхазских политиков сейчас есть? Вот, я опять-таки... Ты сказал, была красная линия. Да. Красная линия для него в тот период было, понимаете, вот закрепить результаты войны. Это, понимаешь, ни на йоту, вот он, понимаете, он бил ни на йоту, результаты войны не нарушены. Знаешь, он этого добился. Как бы они его ни крутили, как бы, понимаете, тогда ужасная ситуация была. А сейчас какие главные? А сейчас какие красные линии? А мы по красным линиям идем, и по апартаментам, и по... Вот я по апартаментам, я хочу вам сказать. Вы думаете, что я радуюсь, когда что-то строится в стране. Но... Вот риск. Я вам сейчас расскажу риск. Вот как я это вижу. Одно давайте, что самое ужасное мы сделали, вы посмотрите, как только мы просто об этом объявили, какие цены на жилье в Абхазии стало. Знаете, у нас новый район почти заполнился молодоженами. Все эти годы, вот что... Почти половина подъездов пустовала. Сейчас они все заполнены молодоженами. Люди женились, квартиры эти купили. Квартиры можно было купить там 500, миллион, 1,5 миллиона. Знаешь, все это было заполнено. Как только вот сейчас мы как бы заявили об апартаментах, вот мы говорим, вот Джансух выступал, говорит, вот там 60 тысяч людей мы приведем. Ты президент Абхазии, я президент России. Ты это... До тебя это сделали. Вот на каком-то этапе мы с тобой встретились. Моих граждан у тебя живет 60 тысяч. А вы все граждане, мои граждане. Мои документы имеют. Я у тебя спрашиваю, почему у тебя в Абхазии мои граждане пребывают в статусе второсортных? И ты что мне скажешь? Закон о гражданстве Абхазии это не позволяет. Да? И президент великой страны, что скажет этому несчастному президенту Абхазии? Он скажет, знаешь что, дорогой мой, пусть никто не обижается. Вот этот свой закон о гражданстве сверни в трубочку и отнеси куда-нибудь. Но мои люди там второсортными не будут. Вот это большие красные линии. Сегодня Великая Россия, наш стратегический партнер, к Абхазии с большим уважением относится. Слушайте, они особо ничего от нас не требуют, если мы такие инициативы не будем проявлять. Я считаю, что нам надо успокоиться, нам надо просто сесть и сказать, ребята, вот это мы можем. Мы будем горой с нашей территории, если, понимаешь, вот наши я не говорю вот на агенты, кто бы ни был, если человек реально работает против абхазского государства на территории Абхазии или против стратегического партнера,
есть на то органы государственной власти. И вот они хотят доказать, вот, мы продавили в Абхазии иноагентов. Ну что вы продавили? Вот теперь, хорошо, вы продавили закон об иноагентах. Кто их будет определять иноагентами? Те же абхазы. Но это же начнутся между абхазские разводы. Слушай, ты моего брата врагом определишь, я завтра к тебе приду домой. Так будет. Так будет. Но все-таки мы вынуждены завершать нашу передачу. Вся проблема, наверное, заключается, опять же, вот в контексте российско-абхазских отношений. Нам очень важно сохранить с Россией союзнические, дружеские. Это принципиальная позиция, в общем-то, позиция вот как бы нашего государства, которая не сегодня сформулирована была, она была даже как бы была сформулирована и в 90-е годы, когда мы находились, кстати говоря, и в блокаде со стороны России, но тем не менее видение было такое, что нам жизненно необходимо иметь Россию в качестве дружественной страны, и нам же важно, чтобы эти дружба она сохранилась. Но при этом нам важно всегда, наверное, вот как бы совместить такие две вещи. Это сохранить суверенитет и при этом как бы сохранить очень хорошие союзнические и дружеские отношения с Россией. То есть вот эта формула, она должна, наверное, быть. И мне кажется, вот здесь, в этой формуле, мы пытаемся, наши власти, ну, по крайней мере, наша политическая элита пытается, в общем-то, в какой-то мере, какой-то частью пожертвовать. Но это, знаете, как бутерброд, он... Без масла хлеб не будет бутербродом, как и хлеб без масла не будет бутербродом. То есть вот такие две составные части, на которых, в общем-то, жизнится наше будущее, наше развитие нашего государства и так далее, оно несостоятельно, не имеет какой-либо перспективы, если мы пожертвуем каким-то из этих двух частей. Я хочу вот сказать, вот Путина уж мы как бы уже давно знаем, в конце концов мы с ним постарели. Вот. У него же однозначная позиция к Абхазии. Он Абхазию же как-то, понимаете, вот если вы, вот не то, что он говорил, у него, не то, что он говорил, я опять-таки, я не это имею в виду, конечно. Что, кроме слушайте, пусть никто не обижается, Абхазия нужна только абхазам. Теперь я другое хочу сказать. Путин всегда очень уважительно относится к гордым и отчаянным людям. И он абхазов видит такими. Видел в крайнем случае такими, если мы сами не испортим. Нам надо очень гордо себя вести. Там, где сказал «нет», оно должно быть четко «нет», это непроходной вариант, а там, где сказал «да», ты ответственно, если ты им сказал «да», то своему народу тоже скажи, почему и как и тому подобное. А не ходить вот эти, понимаете, вокруг один чиновник одно говорит, второй, третий. Это надо заканчивать. Если мы хотим, опять-таки, не сойти с Владиславской линии. А Владиславская линия – это Абхазия не выживет в других условиях, как только в независимой государстве. На этом мы будем завершать нашу передачу. Я напомню о независимой Абхазии в контексте нынешней сложной геополитической ситуации. Мы поговорили с героем Абхазии Асланом Кобахи. Аслан Алексеевич, большое спасибо тебе. До скорых встреч. Нашу передачу, еще раз напомню, можно видеть на телеканале Абаза, на YouTube-канале «Чегемская правда», на странице Facebook «Чегемская правда». Подписывайтесь на ту и на другую страницу. На сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. И я прощаюсь с вами. Большое спасибо. До свидания. До новых встреч.